Это программа «Актуальное интервью». В студии Василий Радченко. Здравствуйте. В последнее время в мире и в нашей стране возникают протестные настроения. Их реализуют посредством массовых публичных мероприятий. И это обусловлено с тем, что Российская Федерация – демократическое федеративное правовое государство. И граждане имеют право участвовать в управлении делами страны как непосредственно, так и через своих представителей. О том, какие политические права имеют россияне и порядки их реализации, поговорим с прокурором города Нерюнгри, старшим советником юстиции Андреем Орловым. Андрей Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Что представляют собой политические права в нашей стране, как и где, в каких законах, нормативно-правовых актов они закреплены? Политические права граждан – это права, обеспечивающие возможность участия граждан Российской Федерации в политической жизни государства. Данные права в первую очередь закреплены в основном законе нашего государства – это Конституции. Принятые федеральные конституционные, а также федеральные законы, такие как Федеральный конституционный закон о референдуме Российской Федерации, Федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, о политических партиях, об общественных организациях, о выборах президента Российской Федерации, о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, а также другие нормативные правовые акты. А с какого возраста у россиян возникают политические права и каким образом их можно реализовать? Политические права и свободы возникают у лица с момента принятия в установленном порядке гражданства Российской Федерации, либо, если гражданство Российской Федерации у лица возникло с силу рождения, с момента достижения им совершеннолетнего возраста, либо определенного в законе возраста. Так, например, в соответствии с действующим законодательством, голосовать на выборах и участвовать в референдуме могут только граждане, достигшие возраста 18 лет. А вот президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 25 лет. Гражданин Российской Федерации имеет право избирать, быть избранным, участвовать в референдуме, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. Андрей Юрьевич, а кто не может реализовать такие права? Не имеет права избирать, быть избранными, осуществлять другие избирательные действия, участвовать в референдуме граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Не имеет права быть избранными граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства, либо вид на жительство, или иной документ, подтверждающий право постоянного проживания гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Указанные граждане вправе быть избраны в органы местного управления, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации. Также не имеет права быть избранными гражданами Российской Федерации, это осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, имеющие не снятую и не погашенную судимость. Также осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость у которых снята и погашена до истечения 10 лет со дня снятия или погашения данной судимости. Осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость у которых снята или погашена до истечения 15 лет со дня снятия или погашения судимости. Также не имеет быть избранными граждане, осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности. Публичные мероприятия какие бывают и как их правильно организовывать? В соответствии с законом, публичным мероприятием является открытое, мирное, доступное каждому, проводимое в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, либо в различных сочетаниях этих форм акция, осуществляемая по инициативе граждан Российской Федерации, политических партий, других общественных и религиозных объединений, в том числе с использованием транспортных средств. Собрание – это совместное присутствие граждан в специально отведенном или приспособленном для этого месте для коллективного обсуждения каких-либо общественно значимых вопросов. Митинг – это массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем, преимущественно общественно-политического характера.
Демонстрация является организованное публичное выражение общественных настроений группой граждан с использованием во время передвижения, в том числе на транспортных средствах, плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации. Шествие – это массовое прохождение граждан по заранее определенному маршруту в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам. Пикетирование – это форма публичного выражения мнений, осуществляемого без передвижения и использования звукоусиливающих технических средств путем размещения у пикетируемого объекта одного и более граждан, использующих плакаты, транспаранты, иные средства наглядной агитации, а также быстро возводимые сборно-разборные конструкции. Целью публичного мероприятия является свободное выражение и формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны. Что можно считать нарушением в проведении публичных мероприятий и какая за это предусмотрена ответственность? Необходимо сначала обозначить порядок проведения публичных мероприятий. Так, в соответствии с законом о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, публичные мероприятия могут быть проводиться после уведомления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного управления. Это делается с целью обеспечения безопасности и правопорядка при его проведении. Уведомление о проведении пикетирования подается организаторам в письменной форме не позднее 3 дней со дня его проведения. В случае проведения митинга, демонстрации, шествия уведомление подается в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней со дня проведения публичного мероприятия. Организатор публичного мероприятия не имеет права проводить его, если уведомление о проведении не было подано в срок, а также если с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного управления не было согласовано изменение по их мотивированному предложению места или времени проведения публичного мероприятия. Участники публичного мероприятия в период его проведения обязаны выполнять все законные требования организатора мероприятия, уполномоченных лиц и сотрудников органов внутренних дел. Соблюдать регламент проведения публичного мероприятия, общественный порядок. Соблюдать требования по обеспечению транспортной безопасности и безопасности дорожного движения, если публичное мероприятие проводится с использованием транспортных средств. При проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований запрещается осуществление противоправной деятельности. Лицам, участвующим в массовых акциях, запрещается и иметь при себе оружие, а также предметы, используемые в качестве оружия, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества. Граждане, которые идут на митинг, не вправе скрывать свое лицо, в том числе использовать средства маскировки. Им не разрешается находиться в состоянии алкогольного опьянения, иметь при себе и распивать алкогольную и спиртосодержащую продукцию. За нарушение установленных законодательств требований к проведению публичных мероприятий установлена как административная, так и уголовная ответственность. Так, статьей 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность на граждан в виде штрафа до 300 тысяч рублей, обязательных работ до 200 часов, либо административный арест до 30 суток. А на должностных юридических лиц штраф до 1 миллиона рублей. За неоднократное нарушение законодательства в данной сфере предусмотрена уголовная ответственность по статье 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде штрафа до 1 миллиона рублей, либо лишения свободы на срок до 5 лет. Андрей Юрьевич, в завершении беседы на что вы бы обратили внимание граждан в этом вопросе? Да, хотелось бы обратить внимание, что федеральное законодательство предоставляет гражданам широкие полномочия по реализации всего спектра политических прав. При этом надо всегда помнить о недопустимости ущемления прав других лиц, выполнение обязанностей по соблюдению требований закона при реализации своих политических прав. О политических правах россиян и методах их реализации мы говорили с прокурором города Нерюнгри, старшим советником юстиции Андреем Орловым. Андрей Юрьевич, спасибо за беседу и всего вам доброго. Всего доброго, спасибо. Это было актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.